Всем привет, друзья! Доброе утро! Дедиктол Массира. Сегодня у нас суббота, а значит, по традиции, распаковка. Всем желаю хороших выходных, отличного настроения и крепкого-крепкого здоровья. Пишите, как у вас дела, чем планируете заниматься сегодня, завтра, какие планы на день, на завтрашний день. Интересно. Что я хотела сказать? Честно говоря, со вчерашнего дня думала, стоит ли вести канал, снимать распаковки, показывать своих котят или не стоит. Просто приходят некоторые люди, у которых проблемы со здоровьем. Ну, понятно, что проблемы со здоровьем есть у всех абсолютно здоровых людей, не существует. Ну, какие-то контуженные люди или чему-то завидуют, или чему-то учить начинают, я не знаю. Я живу так, как я могу. Я делюсь с хорошими людьми, теми, кто меня поддерживает, теми, кто меня понимает. Если вам мой канал не нравится, пожалуйста, не надо приходить, не надо писать какие-то гадости. Вас никто насильно смотреть не заставляет. Ни на мои ролики, ни на мою готовку, ни на моих котят, ни на все, что я делаю и чем делюсь. Я делюсь с хорошими, с адекватными людьми. Я вообще не люблю, когда устраивают разборки на каналах. Некоторые выдают такие сюжеты, чтобы больше было комментариев, скандалы, интриги, расследования. Этого у меня нету. Я просто веду канал для себя, для души и для вас, для хороших людей. А неадекватов, контуженных людей, психически нездоровых людей очень прошу покинуть этот канал. Так как здесь нет политики, здесь нету того, что вам интересно. Свой негатив выливать на этом канале абсолютно не нужно. Мне это не интересно. Если вы придете с мечом, от меча и погибнете. Вторую щеку я не подставляю, до сих пор не подставляла и ни под каких неадекватных людей прогибаться не буду. Просто не думала, что на канале, где показывают добро, где показывают животных, где показывают обзоры, распаковки, где показывают красивый город Грозный, улицы, вновь отстроенные, где-то старые домики. На обычном добром канале, где собираются искренние люди, почему-то периодически приходят неадекватные люди. Пожалуйста, покиньте канал. Конечно, я всегда даю слово, всегда даю высказаться, всегда пытаюсь сначала объяснить по-доброму, а потом приходится посылать. Но извините, сами на это нарываетесь. По поводу моих котят не переживайте. Не надо моих котят сравнивать с воинами СВО, как некоторые ненормальные люди делают. И потрошки, и все, что я покупаю для котят, и консервы. Я покупаю на свои собственные деньги, на свою пенсию. Абсолютно ни на какие, ни на донаты, ни на что я не рассчитываю. Вчера какое-то существо писало, не присылайте ей донаты, можете быть спокойны, можете спать спокойно. Никто никакие донаты мне не присылает. Мне помогает пара моих друзей, но это друзья не с Ютуба, а проверенные временем друзья. В общем, не хочу больше говорить о негативных комментариях и о нехороших, скажем так, людях. Кому интересно, добро пожаловать, смотрите, делюсь с вами. Кому не интересно, тихо, молча покиньте канал и все. Даже время на вас тратить не стоит, но каждый раз удивляюсь, зачем под добрыми роликами писать гадости, писать негатив, зачем? Кому что-то не нравится, пожалуйста, уходите. Я никого не оскорбляю, я не обсуждаю политику, я ни у кого ничего не прошу. Я то, что делаю, могу сама. В общем, друзья, вы поняли. Извините те, к кому это не относится. Но просто каждый раз неприятно бывает читать такие комментарии. Для людей, для котят, для всех я делаю сама все, что могу. И буду делать в дальнейшем. Я всю жизнь лечила людей, помогала людям, помогала взрослым, помогала детям. Сейчас помогаю животным. Делаю все, что могу, если коротко сказать. Кому это не нравится, пожалуйста, пройдите мимо на ваши донаты, на вашу поддержку. Я абсолютно не рассчитываю. Я знаю, что вы не способны на добро. Люди, которые
обсуждают животных и людей, которые их жалеют, ни на какое добро я от вас не рассчитываю. Но негатив писать мне не надо. На моем канале будет только спокойствие, уют, добро, тепло и красота. Красивая природа, любимый город Грозный, мои котики, обзоры, распаковки, готовки и прогулки. В общем, еще раз всем привет, всем моим хорошим зрителям буду показывать обзор и распаковку. Смотрите, друзья, здесь у нас домашняя сметана. У Мисы сейчас коров мало, 2 коровы только, и не всегда попадается очередь, чтобы я купила сметану. Ну вот я ее взяла, 4 банки, это для нас немного. Мы делаем творог каждый день, творог со сметаной. Можно делать колгят, это без сметаны с топленым маслом. Иногда, что остается, мы делаем топленое масло. Молоко я замораживаю, потом размораживаем, кипятим. Очень вкусное, жирное, питательное молоко. Все очень полезно. Муарз, она присылает мне сахар, дался долрумис. Из него можно делать лепешки, оладушки, блинчики. И можно просто пить. Витамины и польза. Творог, это я сейчас сломала. Это творог соленый. У нас был замороженный и у нас был не соленый. Но соленый для мамы на всякий случай купила. У нас всегда все есть с запасом. Говорят, что майское молоко, майская сметана полезнее всего. Не знаю, поэтому стараюсь запасаться. Здесь у нас куриные шейки и спинки. Взяла 10 килограммов. И пожарить люблю. И угощу собак на улице. И здесь, смотрите, она мне после разделки прислала куриные головы. Их тоже отдам собачкам. Конечно, всех жалко, всех накормить не могу, но что могу, делаю. Здесь молодая свежая картошка 5 килограммов. По 3 килограмма взяла огурцы и помидоры. Здесь у нас потрошки. Жирные, правда, но этот жир я убираю, отдаю нашим курочкам. Из потрошков один раз мы делали куриный паштет, именно не из куриной печени, а полностью из потрошков. Это было так вкусно. Потом расскажу рецепт, если интересно. Ну, в общем, как всегда, все отварили, пожарили. Отдельно жарят лук и морковку. И все смешивают и перемалывают в мясорубке или в блендере. А у меня был отдельно пожаренный фарш с луком и с морковкой. И мы все вместе смешали, получился очень вкусный паштет. Когда просто пожарить, как шашлычок, тоже очень вкусно. Ой, зарядка заканчивается. А котикам я нарезаю на мелкие кусочки и даю. Моя Белоснежка любит только куриную печень. Уличные едят все подряд. Смотрите, тут у меня корм. Это моя подружка Малика принесла, угостила моих котяток. Дал сахар, Малик. Вот, уличные все покушали. И пару килограммов лука купила. В общем, что по ценам, напишу в комментариях, если кому-то интересно. Ну, примерно все то же самое. Только чуть дешевеют вот овощи, помидоры, огурцы. А так те же самые цены. Всем хорошего дня. Еще раз извините, то, что поделилась с вами вот этими неприятными событиями. Но каждый раз удивляюсь, каждый раз думаю, может, не стоит вести канал. Монетизации нету. С хорошими людьми общаюсь, потом какой-то неадекват придет, напишет какую-нибудь гадость. Бывает очень неприятно. Ну, как-то, не знаю, со своими проблемами справляюсь сама. Что могу, то и делаю. И буду впредь в дальнейшем помогать и людям, и животным. Это уже мой характер, с этим я ничего не могу поделать. Даже если мне плохо, я буду помогать другим даумукла. Всем хорошего, друзья, девочки и мальчики. Кому нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Кому не нравится, пройдите мимо. Дебяртки дохал, массера. Пока-пока.